Мгм. И здесь, и здесь. Ассаламу алейкум. Маша Оваль, Шавик, Аят Башволь. Марша Холдейлер Масарга. Тахан война, وفي дудат оттин салета. Тахан война, тойқоз май шезер тойал шоду, война тойсан сахта شيت من وقت سعيد من وقت يوروبي الخينسة اللوين بروسيا الخينسة اللوين جغر على الخينسة تقصحتي سعيد من وقت اللوين ويتغنى شبايت أي يالغول платформа открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Его это анил стрим ночью чуавол чуй Россия вол чуй шей безопасность шен қирам до умлардила швежери комментарий моя зи яджа мои силт қибол чара хатташ ди вайва таган стрим аят идиговицю вай ночью представитель президиум правительства юго вошел дер школа сопредседатель ола аят идиговицю шун масана вой шу аят талоқ қосвек дуаш как обычно. Тагана Аскама Тамадуй Хаматандр. Су. А? Дердо та субот мадо да дахтар Ой, ночью Матаду сюду, добрый вечер, дорогие друзья, которых мы не видим, но надеюсь, что вы видите нас. Да. Сегодняшняя наша тема очередная, которую объявил Аслан. Мы говорим о том, что происходит в мире. Мы говорим, что будет после установления этого мира. Но в целом сейчас ситуация, которая складывается в мире, такова, что мы всегда, вот Чеченская Республика, чеченский народ, думает о том, как решить эту проблему в этой, скажем, в этом противоборстве, которое сегодня стоит между Россией и Украиной. Противоборство заключается в том, что Россия продолжает свою экспансию против новых независимых государств, которые вышли из бывшего Советского Союза и объявили себя независимыми государствами с точки зрения современного международного права. После этого, значит, незаконно образовавшаяся Российская Федерация России, незаконно в том, что при образовании этой новой Российской Федерации России не было спрошено у народов этих республик, которые сегодня входят в состав Российской Федерации России. Эти республики вышли из Советского Союза как независимым государством. Они должны были оформиться все атрибуты своего государства, но им в этом препятствовал, скажем, Кремль, и им потворствовали другие бывшие, значит, некоторые руководители, значит, бывших советских республик, которые тоже вышли из Советского Союза. И этому вот процессу развалу, который тогда произошел, он произошел не по закону Советского Союза, как было прописано, а просто был совершен грубым образом развал, не спрашивая интересу этих народов, какие государства они хотят построить, какие государства они, значит, хотят войти в состав или образовать какую-нибудь конфедерацию. Это было заложено в том, что мы тогда вот предполагали, когда Горбачев, тогдашний президент Советского Союза, предполагал создание, переформатировать Советский Союз, союз суверенных государств. То есть не союз советских социалистических республик, а союз суверенных государств. И поэтому все эти республики, бывшие автономии, были по статусу преобразованы в союзные республики, и потом, значит, они должны были при новом статусе избрать себе новую власть, то есть народную власть, как это сделала Чеченская республика тогда, в те годы, еще будучи в составе
Советского Союза. Я хочу это повторять каждый раз, чтобы наши люди усвоили, что ситуация была именно такая, а не та, которая сегодня через все, как говорится, окна информационной или радио, или, значит, пропагандой проводит Россия. На самом деле было все иначе. И после развала Советского Союза остальной мир воспринял его развал. И в том числе должен был одновременно воспринят и то, что было, значит, создано и другими республиками, в том числе Чеченская республика, которая все свои атрибуты суверенного государства, значит, создала, приняла, значит, как суверенное государство. Но при развале они должны были тоже иметь право на свое государство. Но вся беда была в том, в кавычках, что разваливая Советский Союз, его лидеры, коммунистический лидер Ельцин и другие, они оставались имперцами по свое дело, и они заключали, разваливая, говорили о том, что мы разойдемся, чтобы затем сойтись. А разойтись они хотели для того, чтобы во главе этой территории самим властвовать, потому что они не имели права, Ельцин не имел права стать президентом СССР. Это было вообще нонсенс с точки зрения международного права и с точки зрения тогда всех народов Советского Союза. И был проведен такой хитрый шаг, который привел к тому, что, значит, они развалили Советский Союз, 3 республики объявили об этом, потом подсоединились еще республики, значит, среднеазиатские республики, но и Закавказская республика присоединились и объявили о том, что Советский Союз развален, в том числе при развале Советского Союза наша республика, Чеченская республика, она тоже была, значит, создала все атрибуты государства, и при развале одна из первых приняла свою конституцию суверенного и независимого демократического правового государства 12 марта. На следующий день эту нашу, значит, всю структуру власти как законно воспринял и президент Грузии Гамсахурди, их Верховный Совет. Они тоже, значит, признали наше государство, мы взаимно ответили им тоже признанием. Затем, после того, как этот президент был в Грузии у нас в гостях, он вернулся назад туда, в Грузию, потому что в тот момент был там путч, насажденный, так сказать, так называемый президент Шеварднадзе, КБшный, который пытался скинуть или переворот сделать там. Значит, там продолжался этот процесс войны с моря и со всех сторон. Россия бомбила Грузию и пыталась, значит, любыми способами на место, значит, Гамсахурди там усадить Шеварднадзе. Им это удалось. Президент Гамсахурди погиб, и потом там, значит, сидел, заправлял, естественно, заправлял Шеварднадзе. И после его очередного, так сказать, очередных там выборов пришел в власти другой президент Саакашвили. Их парламент тогда принял тоже, значит, свое решение о том, что Гамсахурди был законный, и что незаконно его свергли, и что имеет он все права, все решения, которые воспринял и принимал Гамсахурди, президент, его Верховный Совет, имеют юрисдикцию. То есть это закрепленный такой момент, который мы должны все знать. Это должны знать наши друзья, это должны знать наши граждане, чеченцы и не чеченцы. То есть таким образом мы воссоздали свое государство, но несмотря на это, следуя той программе экспансии по возвращению всех территорий бывшего Советского Союза, даже более того, запланировав, эта ельцинская команда, она развязала войну против Чеченской республики, и 5 агрессий мы испытали. В 4 агрессиях чеченский народ изгонял российскую армию каждый раз, когда она к нам вторгалась.
Вот четвертая агрессия, она длилась у нас с 11 декабря по, значит, 94 года по 96 год декабрь. Их войска были выведены с территории Чеченской Республики, были проведены очередные выборы президента и парламента на основе нашей Конституции при наблюдении ОБСЕ и около более 100 с лишним значит, представителей государств наблюдали. Эти выборы были признаны законными, однако даже признавая эти выборы, поздравляя нашу власть, господин Ельцин и его команда не собиралась решать этот вопрос мирным путем, чтобы мы значит, жили в мирные отношения. Она собиралась захватить нашу территорию, а потом пойти дальше. Так и случилось, так и случилось. Мы оказались, значит, после подписания 12 марта 1997 года значит, договора, мирного договора с Россией, наша страна, парламент наш принял, значит, резолюцию, то есть принял, значит, акт о том, что ратифицирует этот договор, наш парламент. А Россия, которая даже нас поздравляла, Ельцин все поздравляли, они даже это не вывели на обсуждение в свою Думу и начали очередную пятую агрессию против Чеченской Республики 17 июля 1999 года, обвиняя после этого ушедшего, значит, отряда, который пошел в 6 августа 1999 года, сама Россия организовала, значит, вхождение на нашу территорию, вела боевые действия, убивала наших людей 17 июля 1999 года. А отряд Басаева, который пошел на помощь дагестанцам Чабан-Махи, там Карман-Махи, Карамахи. Чабан-Махи, да. Они были обвинены в том, что Чеченская Республика напала на Россию. Чеченская Республика не нападала на Россию. Мы не посылали этих добровольцев. Да, они, значит, пошли по просьбе там дагестанцев. Это был добровольный отряд, но они обвинили в этом чеченский народ. Да. И на самом деле, когда Басаев туда шел 6 августа, 17 августа, 17 июля 1999 года российская армия незаконно вторглась на территорию Чеченской Республики. И мы 10 дней ждали, пытались, что не говорили с Россией, с их руководством, чтобы они вывели эти войска и чтобы мы мирно продолжили существование. Но нет, они это не сделали. И только через 10 дней, 27 числа, мы восприняли, что они официально объявили, что они восторглись на нашу территорию, и началась пятая агрессия. Эта агрессия длилась долгие годы, ну, скажем, до 2007 года и далее уже в условиях, значит, партизанской войны. Там были насажены марионеточные представители Кремля. И после этого ситуации с тех пор на Западе находятся наши представители нашей власти, в лице представителей избранных нашего народа, направлены сюда работать. Эти люди здесь работают, раскрывают всю суть этой проблемы. Однако здесь, на Западе, мы не получаем поддержки той, которую следовало бы получать, потому что мы создали свое государство в рамках современного международного права. И в то же время эту поддержку получают разного рода самозванцы, разного рода представители, называющие себя чеченцами. И это вот так, вот этот процесс мы видим. И мы делаем из этого анализ. Что же происходит? Сегодня, когда против Украины, уже после того, как они напали потом на Грузию, продолжая вот этот акт против этих всех стран, экспансию, так? Потом они напали на Украину в 2014 году, и снова в 2022 году снова напали на Украину. В 2022 году, в октябре 2018, наши
республика грузинская, то есть украинской страной была рада признана как оккупированная территория и осуждена геноцид членов народа. И парламент Рада Украины обращалась ко всем странам мира, международным организациям, чтобы этот вопрос был рассмотрен и чтобы против войну, которую против нас вела и оккупированная территория, она должна быть освобождена. Вот такая ситуация вот складывается сейчас, общая картина. Но это, как я сказал, не совсем, как говорится, мы видим, мы, представители легитимной власти нашего народа, законно избранные на очередных выборах в 1997 году, не видим никакой поддержки в том смысле, чтобы мы могли считать, что на Западе и в других странах эту линию поддерживают. Мы задаемся вопросом, почему так происходит? Что же такое? Есть ли это международное право для всех, скажем, народов и для всех тех, которые хотят иметь свое государство и жить, соблюдая правила свободы личности, или ее нету? И мы видим, что процесс очень тяжелый, есть противостояние между диктаторскими режимами, которые мы знаем, и между демократическими. К сожалению, этот процесс, вот после того, как к власти пришел президент Соединенных Штатов Трамп, он еще больше как-то, значит, усугубился. И мы вот видим, что даже вот вначале помогая Украине, помогали даже бесплатно, как говорится. Теперь, когда пришел президент, это стало вопросом того, что все это нужно оплачивать. Западные европейские страны сами стали, значит, помогать Украине, понимая, что после захвата, скажем, Украины, если им это удастся, что обязательно Россия пойдет дальше. А эти планы у них есть, были и раньше. Они говорили о создании большой, так сказать, России от моря, от Ла-Манша до Дальнего Востока. Это у них в плане, это есть. И это понимают и европейские страны, и народы. Европа объединяется, пытается сейчас сама, значит, вкладывать в эту оборону Украины, помогать им, скажем, вооружением, деньгами и всем остальным. И мы считаем, что победа Украины – это есть тот залог успеха, который даст возможность освободить и нашу территорию. Но этот вопрос не такой простой, как нам кажется, или многие кажется, что если Украина освободится, то сразу освободят и нашу территорию. Нет, это не так на самом деле. Мы должны отставить нашу позицию здесь в мире. Мы должны объединенно работать на то, чтобы эта линия борьбы, значит, была очевидна и видна. В то же время Москва и его агенты влияния на Западе ведут активную работу против этого, раздравливая все, дробя все наше сопротивление, наших беженцев, наших людей, которые находятся, скажем, в самой оккупированной Чечении. Ситуация такая. И мы в этой ситуации здесь ведем борьбу для того, чтобы все вывести на основу, нашу борьбу вывести только в рамках современного международного права и Конституции нашей республики, которая у вас принята была законно нашим народом, нашим парламентом. Вот такая ситуация в целом. А в деталях мы поговорим, если будут вопросы. Аслан. Баркалай, Дересфуль. Друзья, я всех приветствую. Асламбек, Иса, Петрушенко, Лида, всех. Валейк салам, Шавига, Машруль. Друзья, всех приветствую. Так, Зубайр, тебя тоже приветствую. Стрим у нас сегодня, я сегодня думал вторник, потому что я сегодня работал, и стрим у нас на русском языке сегодня. И у меня есть здесь вопрос для вас, друзья, который в YouTube-чате, он называется следующий. Будут ли русские воевать с НАТО из-за Калининграда? Пока на данный момент ответило 37 человек, проголосовало, 51% говорит «да». Ну, уже 50 на 50 получается, прыгает сейчас. И нет столько же, грубо говоря, 50 на 50. И, друзья, я напоминаю вам, задавайте вопросы, общайтесь, пишите комментарии, я буду зачитывать в ТикТок, в YouTube. Мы с Аядом общаемся, как вы понимаете, в YouTube.
Я вам такой же хотел бы задать вопрос. Сейчас, как мы видим, там Путин и Лукашенко имитируют какие-то там учения, потом Лукашенко добивается упорно встречи с Зеленским, говорит, готов в любое время, в любом месте, в том числе Украине встретиться с Зеленским, что они не будут нападать там и так далее, и так далее. Мы, конечно, много раз слышали от них, как они обычно говорят, что мы будем нападать. И не будем нападать, и нападают. Как вы считаете, Аят, как вы ответили бы на этот вопрос? Будут ли русские воевать с Ну, НАТО здесь из-за Калининграда? гадание это не наш, как говорится, способ. Ну, можно Мгм. сказать, что на Лукашенко давит Путин. Он хочет, когда он видит, что его все действия против Украины терпят поражение. Мгм. Украина теперь уже перешла от обороны в наступление и уже захватывает назад, отбирает свои территории. И чувствуя это, Путин и на территории Беларуси там разводят разные какие-то учения, и в то же время пытается этим пугать, что якобы оттуда они нападут. И здесь, видимо, здесь какие-то ходы рассчитывает Путин со своей командой. Но я думаю, что если он нападет со стороны, скажем, Беларуси, В Беларуси. я думаю, что Лукашенко потеряет свою власть. Потому что и так он пришел к власти под большим скандалом, большими проблемами. И ему прийти к власти помогал Путин. Мы это же знаем, так? И теперь, если он нападет на Украину, на Мгм. братский, собственно говоря, народ, там ситуация может измениться. И я думаю, вряд ли Лукашенко на это решится. Но кто его знает, потому что, как говорят, загнанная в угол, как говорится, крыса, она начинает вот огрызаться, так? В этом плане. Но сам Лукашенко, он ищет какие-то ходы для того, чтобы как-то вот, ну, сказать, сгладить то, что его на него давит, и сказать, что я не могу это сделать, но я вот поговорю, я поеду встречу с ним, может быть, я это решу и все такое. А если я, мол, пойду снова, это действительно, пойду снова туда, то меня отсюда, мол, могут вышвырнуть, и ты без меня останешься. Вот такие могут быть рассуждения, это наши рассуждения мои. А на самом деле, что там будет, мы не знаем. Ясно, что Путин пытается надавить на Украину с севера, так, и Мгм. оттуда уже якобы войти в эту как бы, часть. И тогда, если он там будет все это крутиться, вертеться, то, естественно, Украина должна там выставить свои войска, свою оборону, снять с другого участка фронта. И этим как-то, может быть, вот такая игра тоже может быть. Это же такая игра бывает в целом, что Путина. Но в то же время мы видим, что в эти уже, которая неделя, Украина бьет по всем нефтегазовым НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, где нефть, солярка и все остальное, что связано с этим, уже вот на 70%, как говорят, уже разбиты, выведены из строя. Каждый день, значит, все их атаки отбивает Украина, и у них есть уже такие вот уже, скажем, эти средства обороны, я имею в виду и дроны, и другое, и ракеты, которые они готовят сами. И Украина становится той силой, которая сегодня может открыто, значит, бить по территории России, дальность которых, вот я как слышал, до 1700 километров. То есть они могут свободно бить по Москве и дальше до Урала, по всей, то есть вся территория сегодня этой России может быть под обстрелом, ну, грубо говоря, под обстрелом Украины. Мгм. Но это до сих пор было, что все время вся территория была под обстрелом самой России. Они стреляли, убивали людей. Они били все время людей. И это террористические акты были с их стороны,
потому что они столько вот людей, домов столько поубивали. Это видно, мы каждый день видим, что они делают. И в то же время садится Путин там и говорит, с кем мы имеем дело, с террористическим характером ведения про нас киевским режим. Да-да-да. Это, знаете, назовите, прежде чем на него сказать. Так он забывает, что в международных там организациях, судах и других вот разных правительственных там ПАСЕ, Совет Европы, Европарламент и другие там объявили его, что он пособник терроризма и бандитизма. Но на название сейчас не помню точно. Ну, пример такой. Его так называют, а он как будто ни в чем не бывало, вот это во всем обвиняет Украину в том, что вот они бандиты и террористы. Да, в Украине могут быть в этой ситуации какие-то недостатки. Там они говорят, он все время там упражняется, говорит, это, мол, это коррупция доведена до такого, что они все воруют и все такое. Он влазит теперь сюда, обращается к военным украинцам, мол, оставьте это все дело и все такое. Но на это украинцы не должны идти никак. Они должны понимать, что они и понимают и без нас с вами, но мы говорим свою позицию. Ни в коем случае с ними нельзя соглашаться, с этой властью. Эта власть преступна. Она пришла незаконным образом, как я сказал в самом начале, без спроса, значит, опроса населения, без решения, значит, этих народов. Она захватила эти территории. И вот это все вот так вот происходит. Мне кажется, вот такое вот действие вот, увязано с этой белорусской, кажется, с кампанией. Слава. Вот в последние дни заметно, и вот Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что они больше не будут участвовать в переговорах, потому что пока они не видят никакого прогресса в этом и не видят никакого смысла своего участия. Фактически они отказались от контактов с Путиным, который единственный имел возможность с приходом Трампа иметь эти контакты. И Рубио сказал, что не будут они вести никаких переговоров, пока вот стороны не скажут реально, что к чему-то готовы. И Путин начал очень откровенно прям лебезить перед военными вот этими оккупантами, которые в Украине сейчас воюют, погибают и так далее, что мы вам должности дадим, губернаторами назначим, это делаем, то делаем. Что происходит, Аят? К чему это все? Ну, здесь происходит то, что я в самом начале говорил тебе, что власть в самой Америке, что сам президент достаточно неоднозначно себя в этом плане, значит, позиционирует. Ведь происходит несправедливость, которую он говорит, там люди гибнут, убивают, и все такое. Он за это переживает. В то время до него, который был президент Байден, он делал очень даже положительные шаги, давал бесплатно все вооружение и все такое. А этот отказался, и этот президент Трамп отказывает это делать, говорит, платите нам. И обвиняют они, значит, Европу в том, что вот, мол, ты, Европа, вы там, у вас процент на оборону небольшой, там поднимите до 5%, что было. Европа стала это делать. И то, что сейчас они говорят, вот эти все вот трехсторонние встречи, которые бывали то в эти Саудовской Аравии, Турции, где-то, постоянно они встречались, и они никакой эффект не дали. Никакого эффекта не было. Это были встречи для встреч, как они говорят. А если она встреча для встречи, зачем они нужны? Теперь этот Марко Рубио, госсекретарь, он говорит, тоже, вот, видимо, это позиция самого президента. Он говорит, что вот если вот Путин и Зеленский встретятся, вот это будет самый лучший, мол, ход и все такое. Ну и сам как будто теперь с горы наблюдает, как будто вот, то есть, мы, если хотите, я вам продаю оружие, давайте, все такое, а сам на горку как бы сел, и как будто в этом отчасти никого не будут принимать. Ну, в то же время это не совсем так, ведь они дают вот эти, значит, наблюдательные их эти ракетные. Starlink, Вот это они что-то делают, Украине помогает в этом вопросе. Но если сравнить с тем, что было в самом начале,
то это, конечно, совсем не то. Я надеюсь, что Трамп потом эту свою позицию изменит, и в конечном итоге он надеется видимо, он надеется на то, сам Трамп, а, что скажем, Киев изгонит эту всю со всей территории российскую армию. Но для этого ему нужна помощь, и что-то на Трампа вот давит. Давит, это даже непонятно, как может быть так, что может связывать Трампа, может связывать с этим преступником Путиным. Почему он так делает? Можно несколько вариантов. Первый вариант, он не хочет развязать, мол, атомную войну, чтобы при нем это все это было, он опасается этого. Так, возможно, говорить. Во-вторых, можно говорят, вот как на него говорят, что он там чуть ли не агент или какие-то информации есть у Путина против Трампа. Может и это. Но это все из области догадок, но, по крайней мере, то, что сейчас делается, оно не в пользу, значит, Украины, по большому счету. Но сейчас Украина имеет уже свои, значит, средства обороны, нападения. И я, как сказал, Украине помогают уже западные страны, и финансы, и с другой стороны. И все они вместе готовы отстоять Украину. Я надеюсь, что это отстаивание Украины будет связано с тем, что Россия должна будет освободить все территории, которые были, значит, ими захвачены после вот 91 года. И в том числе будут и те территории, наша страна, которая незаконно оккупирована, будет освобождена, восстановлена там наша власть легитимная, Грузия, Молдова, ну, сама Украина, естественно. И надеюсь, что в этой стране, в России, она, значит, переформатирует, сюда придут действительно настоящие люди, которые понимают, что империи должен прийти конец. Вот что я думаю, Руслан. Баркал. На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Украину могут принять, готовы принять в ЕС как ассоциированного члена, то есть без права голоса, просто как наблюдателя. На что Зеленский возразил, сказал, что будет несправедливо, если Украина будет без права голоса находиться в Евросоюзе, хотел бы быть полноценным членом Европейского Союза. Как вы на это смотрите? Что вы считаете? Возможно ли, что Украина станет еще одной страной Европейского Союза? Но здесь вопрос сложный. Если говорить о том, что, во-первых, Европейский Союз не признает те территории, которые захвачены Россией, украинские, так? Там, скажем, Крым, восточные территории, они считаются оккупированы и незаконно захвачены, так? И это считается как бы, значит, проблема, с которой, если ввести эту страну, полностью ввести в состав Европейского Союза, то им потом придется вот эту территорию освобождать вместе с самой Украиной. То есть они должны будут принимать участие в боевых действиях, свои войска туда посылать. Насколько мне известно, это вот так вот. Так? И если, допустим, сегодня на Европейский Союз кто-то нападет, то даже Европейский Союз, то эти все страны должны объединиться, защищать. Вот они с севера хотят, балтийские страны, постоянно они угрожают им, да? Если они там нападут, то вся Европа должна, значит, уже туда вести войска и выгонять их, так? И тоже те условия, наверное, будут требует и сам Зеленский. Он говорит, давайте сберете, давайте полностью. То есть не надо нам наполовину, мы ассоциируем. То есть мы к вам можем прийти там, за вами наблюдать, как вы там, то все. А если с нами что, вы не можете нам открыть свои войска вести и защищать всю эту территорию. Я думаю, в этом причина. Ну, может быть, еще то, что, например, в Украине еще не проведена люстрация и не вычищена КГБшная агентура. Это может быть препятствием того, что Европа не хочет? Нет, это не может быть причиной, потому что там
во время войны может быть все угодно, если вопрос стоит о принятии и только ассоциированной, да, может быть, этот вопрос люстрации, все остальное, это вопрос уже послевоенный, потому что тогда будет ясно. Даже сейчас там идут, вот Ермак там, ну, мы знаем, кто он такой, он там у них арестован, потом выпустили, за ним то-то, то-то, то-то. То есть Украина демонстрирует, что даже на самом высоком посту они берут и могут посадить и наказать за нарушение. Это демонстрация того, что это есть воля этого народа, и они тоже вот это поддерживают, то, что происходит. Так что здесь ситуация может быть и такой, Понял, хорошо. Так, у нас голосование идет, друзья. Пожалуйста, присоединяйтесь. Смотрят нас 150, чуть больше. Проголосовало всего 77 человек. Вопрос у нас состоит следующий. Будут ли русские воевать с НАТО из-за Калининграда? 51% ответили да, нет ответили 49%. То есть практически поровну поделились голоса. Поэтому также вы можете в ТикТок тоже написать да, нет, и я это тоже зачту. И, конечно же, прошу всех принять участие в нашем голосовании. А также задавайте вопросы, друзья, задавайте вопросы и давайте общаться. Сейчас ситуация в Армении очень напоминает создание такого нового Израиля. Не в смысле Святой Земли, а в смысле того, что постоянного горячего очага. И Россия сейчас пытается, процессы какие-то идут, европейские, американские политики зачастили в Армению. Россия всячески там санкции, коньяк запретили. Такой какой-то детский сад на самом деле. Но видно, что какая-то вот ситуация, какой-то ажиотаж вокруг Армении происходит. Что такое, что происходит? Как вы считаете, Аид, что может из этого выйти? Ну, здесь понятно, что Путин хочет там насадить свою марионетку и поддерживать те силы, которые в Армении есть, и готовы, значит, быть его, как говорится, подотчетными ему. И они же и там и на Грузию в этом плане, Грузия тоже там пока что не определенно до конца, хотя они поднимают все эти вопросы самой Грузии. Здесь идет вопрос о том, чтобы главным образом, чтобы снять этого премьер-министра армянского, так? А его, значит, они после Карабаха проголосовали, и снова за него они проголосовали, его избрали. И в этот раз они, видимо, учитывая все те ошибки, которые тогда у них произошли, если называть тогда. Сейчас, наверное, пытаются его снова свернуть, его убрать и посадить там своего человека. Они собираются там, вот этот Миграрян, был такой Мигранян, я слышал, он садился там, что только он не говорил про этого, значит, премьер-министра Армении действующего, обвинял его, что только он не говорил, а сам сидит в Москве. Этот Миграрян чем примечателен? Когда российская армия напала на нашу территорию и вела ожесточенную эту бомбила, все это делала, наших изгоняли. И этот Миграрян советовал Ельцину: побольше убейте чеченцев, тогда будет нормально, побольше убейте. Фашист. И вот этот Мигранян, и эта группа армянская, которая сейчас работает против действующей власти, им доверия нет в том смысле, что они пытаются вырвать из этой обоймы, которая, тем более у них границы общей нет. Скорее всего, я думаю, что там все равно России не удастся это сделать, но какую-нибудь провокацию они там хотят совершить. Народ армянский, он понимает все, и насколько я понимаю это, рассматриваю этот вопрос. И, конечно, критику можно делать и против этого премьера,
насколько это обосновано или не обосновано. В этих условиях совершаются ошибки, но главное в этих условиях, как и в Украине, и как в Армении, и в других, главное в главном вопросе не делать ошибку и не давать, не попадаться на эти разные провокации. Вот что я думаю, Аслан. Баркаят. Недавно прошла встреча между Путиным и китайским лидером Си. И до этого встречались с президентом Дональдом Трампом. Конечно, встреча Дональда Трампа была королевской по сравнению с путинской, которого так себе. Но и результат оказался не очень. Сейчас Россия оказалась больше не лидер по экспорту трубопроводного газа, и ее место заняла Норвегия. И договор заключить России с Китаем по вот этому «Сила Сибири-2» не получилось, по крайней мере, пока. Что вы считаете, Аят? Россию Китай не поддержал, как хотелось бы? Все, опять проблемы большие у Путина или нет? Ну, идет разная информация, по-разному многие говорят. Но ясно одно, что мы же помним, что когда президент Тайваня, это было еще несколько месяцев назад, мне кажется, да, хотел через Соединенные Штаты Америки полететь в какую-то страну, то Америка его не пустила. Наверное, помните это, так? Ну В что? чем была причина? Видимо, было связано с тем, что они искали какие-то, значит, благоприятные для себя моменты, чтобы можно было с председателем Си договориться. Трамп, я так думаю. Сейчас, когда он там был, они поднимали главный вопрос, это по Тайваню, как мы знаем, так? Я уже говорил про это. И вопрос по Тайваню, я уже говорил, что он связан не с тем, что президент может это решить вопрос. Это вопрос законодатель. То есть у них есть закон, специально принятый по этому Тайваню в Америке. Раньше там сидел Чан Кайши, который всю Китай возглавлял, так? Но он вынужден был после вот этой революции, так скажем, перебраться туда. И он все время был в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы, с Чан Кайши, его власти. И поэтому он как бы там, его этот центр. И сейчас, когда уже передали вот этот полномочия центральную этому Китаю, Пекину, и он находится в Совете Безопасности, то закон принят, в котором сказано, что Соединенные Штаты Америки будут противодействовать, то есть не позволят военным путем захватить эту территорию, так? И если сам Тайвань, он является китайским, так? Китайским, но военные действия против этой власти, если они будут делать, то это невозможно захватить, и что Америка будет защищать эти там структуры власти, так, которые есть в этом. То есть, если добровольно, скажем, тайваньское население захочет войти в состав Китая, то это никаких разговоров. Но если военным путем, то есть такой стоит там вопрос, и как это будет разворачиваться. И сейчас, когда получилось так, когда президент Трамп прилетел назад, и после этих разговоров, видимо, Трамп захотел, как вот говорят вот в прессе, я слушал, захотел поговорить с этим президентом Тайваня, объяснить ему вот эту всю ситуацию, что он там говорил, как. И вдруг, говорят, пришла такая, значит, резкое заявление со стороны Китая, который сказал, что этот вопрос с ними разговаривать вы не можете, и это будет очень воспринято негативно нами. И свой разговор, который хотел Трамп с ними вести, с президентом Тайваня, он вообще остался в взвешенном состоянии, он не стал с ним разговаривать. То есть те договора, которые получил, скажем, Трамп согласился, насколько вот идет информация,
что они будут покупать нефть у Америки, в Соединенных Штатах Америки. Америка будет продавать им нефть. Это очень важно для них, да. И при том этот Трамп, он заявил то, что говорили, что мы не очень-то там за этот Тайвань выступаем, но этот закон, который есть в Америке, да, по этому поводу, он не позволяет, как говорят и знающие люди, и политики, что это невозможно, то, что там это. И поэтому, видимо, Трамп здесь как бы, значит, решил промолчать, после сказанного самим вот этого вот сделал заявление и не стал разговаривать с этим президентом Тайваня. Я не знаю, как его там зовут, но, по крайней мере, такая информация шла. То есть там, в Китае, Трамп получил достаточно, да, положительные, так сказать, выгодные для Америки вот эти позиции, договора и другие моменты, которые, может быть, и не знаем мы. Хотя в то же время Трамп у них Венесуэлу нефть отнял, Трамп у них вот этот Панамский канал забрал, еще такое, и все равно он вот сейчас не решается на этот шаг пойти, хотя он, видимо, там хотел бахвалиться или хотел что-то объяснить, но он отказался от этого своего предложения поговорить с премьер или с президентом Тайваня. Вот примерно там вот такая ситуация, насколько мы видим из всей информации, которая поступает по интернету, по разным другим каналам. Аслан? Вчера, сегодня очень усиленно муссируется, ну, вчера ночью был удар по общежитию в Луганской области, оккупированной Украины, где погибли студенты, начали говорить дети, 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 так мы никаких детей раненых, убитых не увидели, но вот 18-летнюю, где-то, может, 20-летнюю девушку мы видели, которая ранена, вот нам показывали по телевизору. И это все вот ложится в одну вот такую вот, в одну канву, в одну такую сложенную теорию, можно сказать. Что, смотрите, вот они проводят учения в Беларуси, якобы проводят или на самом деле проводят. Потом наносится удар сразу же по вот, Луганской области, наносится удар, и сразу же начинается такой ажиотаж, что вот там почтить память, минуту молчания. Каждый день у него 1000 человек, каждый день погибает. Он не почитает этих людей минутой молчания, сейчас почтил их. И, возможно, сами ударили по этому общежитию или по этому учебному заведению, которому притык стоит это общежитие. Может быть, дали ложные координаты украинским там разведчикам, чтобы те ударили. Но сейчас Путин начал говорить, вот к чему все подходит, что Путин говорит, что у него есть все основания нанести мощный сокрушительный удар орешникам, так называемым орешникам. И вот Зеленский говорит, российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизни, пользуйтесь укрытиями, говорит, так как США, партнеры в США и в Европе, что применение такого оружия станет примером и для других потенциальных агрессоров. Рассчитываем на реакцию мира и на то, что реакция будет не постфактум, а превентивной. Нужно давить на Москву, чтобы они не расширяли войну. Тем временем посольство США в Украине предупредило о возможной масштабной воздушной атаке по стране в течение ближайших 24 часов. Предупреждение распространяется на всю территорию Украины, отмечает на сайте диппредставительства. Что происходит? Они реально хотят орешниками ударить, и чтобы что, для чего? Чтобы не было какой-то эскалации в Калининграде или там конфликта в Беларуси. Как вы считаете, что такое? Я думаю, это связано с тем, что вот, заявление Марко Рубио о том, что они выходят из этого процесса тройного, как говорится, трехстороннего, и теперь они говорят, давайте решать это двухсторонне, встречайтесь Путин и Зеленский. Вопрос стоит сейчас не о том, что, как там вот говорили, не о том, что они друг друга ненавидят, допустим, Путин ненавидит Зеленского, а он наоборот, что это вопрос не лично, а это вопрос межгосударственный, даже, может быть, мировой вопрос,
и поэтому они должны между собой встретиться и решать. И в этой ситуации Путин пытается выложиться, наверное, я так думаю, выложиться, бьет, не останавливает, снова, значит, посылает свои эти армейские бандитские части, они идут, эти защищаются, не дают им прохода. В итоге получается, что Россия все демонстрирует как бы свою силу. И если она не будет демонстрировать эту силу, то на этих переговорах между ими, да, то у Путина там нечего будет говорить, он будет в проигрышном варианте, если они будут встречаться. Я думаю, это связано с этим, а там посмотрим, только с этим. А что еще может быть? У них вот это нету сейчас ни нефти, ни керосин, ни то, все остальное. У них сейчас проблема. До 70% мощностей НПЗ уже как бы выведены из строя. И дальше Украина будет это действовать. У них есть и ракеты, все она демонстрирует. По Москве они вот бьют там где-то, там вокруг Москвы. Везде все это происходит. Но, думаю, связано это с тем, даже вот на самый последний момент, если эти там будут, он хочет вырвать какой-то там момент, чтобы потом на этой встрече, если она состоится, так, чтобы на этой встрече у него были, как говорят, какие-то козыри. Вот и все. Мне насколько это кажется. Да, да, спасибо. Я тоже, да, очень логично это все вписывается. Принуждение к диалогу, принуждение Да-да-да. втянуть его за стол. Как это похоже на Путина, так как единственное, почему Путина еще военные не свергают, может быть одно из, не единственное, может одно из того, что все-таки он с Западом какие-то коммуникации ведет, и какая-то легитимность у него, вот благодаря вот этим записям Эпштейна или еще чем-то, у него все-таки она сохраняется, и это его единственный козырь. И его Рубио фактически решил этого козыря, и это очень хороший знак. Но, видимо, что будет эскалация, собираются Да. Ну, посмотрим. Так, друзья, у нас идет голосование. У нас 112 человек проголосовало. Да, ответили 54, 46 ответили нет. Будут ли русские воевать с НАТО из-за Калининграда? Присоединяйтесь к нашему голосованию. Давайте, голосуйте активней и задавайте вопросы, друзья. Мы еще минут 10-8 будем в эфире, так что задавайте вопросы, если у вас есть что сказать. Спрашивайте. Так. Нет вопросов, да? Нет, вопросов пока нет, а вы можете, может, сами что-нибудь скажете, прокомментируете что-нибудь. Но можно поговорить о той ситуации, которая складывается здесь у нас в зарубежье, чеченское зарубежье, которые, значит, пишут разные там воззвания, заявления делают в поддержку разных вот этих самозваных правительств, которые сами себя назначили. И эти правительства говорят, что вот мы там обращаемся, все такое. Я об этом уже писал. Это уже, значит, на последнем издыхании, вот это Севсуватое, чеченский народ знает, кто есть кто, знает, чем занимается эта компания, знает, какие здесь разного рода деятели находятся, которые себя так или иначе хотят выдать за представителей чеченского народа. Ведь известно, что у нас есть специальное, значит, решение по этому вопросу, есть Конституция, и эти сами себя, значит, назначая себя властью, здесь на Западе выводят вот эту работу, им в этом вопросе помогает, очевидно, помогает Кремль. Потому что невозможно такие вот массовые движения делать, если не будут вот, как говорится, помощи информационном, там, военном сказать это не столько, информационном и поддержка, скажем, во всех таких их деяниях. И, видимо, здесь на Западе, как мы понимаем, есть люди, которые
все же также поддерживают. На Западе есть такие политические деятели, люди, которые пытаются поддержать Путина и его команду. Вот как раз мы попали в эту, как говорится, кашу, которую они устраивают, и которая выступает против нашей легитимной власти, которая стремится для того, чтобы стремится к тому, чтобы освободить наши территории и восстановить там легитимную нашу власть. Они пытаются везде и всюду загнать нас как бы в тень, как будто нас нету, как будто нету, и не было, якобы они там вот это говорят. Вот посмотрите, и когда этим людям, этим всем и западным, скажем, деятелям много написано статей, предложено им сказано, вот посмотрите, вот это и это. Они на это не обращая внимания, начинают, вот, в основном, правда, это люди, которые вышли уже из скажем, обихода, которые они уже не во власти, большинство из них, но которые хорошие так посты занимали, руководили некоторыми, значит, большими, небольшими государствами, можно сказать, и были влиянием. Они тоже, несмотря это, не хотят в это вмешиваться и не помогают нашей легитимной власти, которые имеют эти полномочия, а эти бахвалятся и везде все рассказывают, что они вот то-то, то-то. Но наш народ, понимая все это, ведет эту работу. Мы, значит, президиум правительства Чеченской Республики Чечня, который является единственным легитимным, пусть в усеченной форме, но является представителем нашего государства в зарубежье. Мы видим, что они собирают там разного рода, значит, старейшин, совет старейшин или другие собрания делают. Иные там собираются делать тоже свои. Там их несколько так движений, которые пытаются сказать, что нету, у нас нет легитимной власти, которая есть, значит, этим нашего народа. Они вначале говорили, что нет нашего государства, что мы сепаратисты, что мы военным путем создали свое государство, оно ушло там в прошлое, так? Эти говорили, потом эти говорили, в общем, Закаев и его команд говорили, что, мол, нафиг нам нужна независимость. Потом говорили, все чеченцы, которые едут в Россию или в Чечению, если они там были и возвращаются, это агенты Кремля, а вы их здесь, значит, оплачиваете, содержите этих агентов Кремля, говорили. И все это документы. Потом они в 2007 году, значит, приняли решение при действующем президенте, они объявили себя властью незаконно. И главное, все, что, чем они занимаются, это есть тот момент, что именно вот этот Министерство культуры и социальной, еще такой там пресс, вот это, который как называлось раньше, туда входил государственный сайт Чечен Пресс. Пользуясь этим государственным сайтом Чечен Пресс, даже мне предлагал этот человек, чтобы там создать парламент. Мы не могли создать никакой парламент. Он, значит, незаконно там в 2005 году в сентябре создал из 7 человек парламент, так называемый, и на этой основе этот парламент его как бы объявил премьер-министром, должность которого у нас нет. То есть вот такие вот происходят невероятные вещи, которые не могли были быть, и они это вот все раскручивают. Я говорил им, и мы все это говорили, оставьте вот эти разговоры, давайте здесь на Запад мы должны объединиться и работать вместе, демонстрировать наше единство, все. Нет, они уже не могут это, и мы поэтому, значит, уже понимаем, что они не могут ничего сделать, они слишком завязаны на этой линии, и похоже, что завязаны с тем, что они не могут оторваться от этого. И вот мы говорим, что в этой ситуации даже вот и в самой Украине, и в Европе, везде есть люди, даже некоторые, которые и чиновники, которые говорят, что мы являемся, что Чеченская республика это есть внутреннее дело, как бы. С этой позиции они демонстрируют свои там какие-то заявления, но это неверно. Я думаю, что они это все поправят, и после нашего вот этого заявления они примут другие вот отношения к этому. Другое дело, что после признания нашего государства российской оккупации и что она незаконно оккупирована, мы много раз обращались
власти Украины, президенту, и в Раде, и другим, и с требованием, вернее, не с требованием, а с просьбой решить проблему нашего представительства в Украине. Этот вопрос до сих пор не решается. Мы понимали это, до сих пор понимали, понимаем, что является военное время, что это трудно делать и как бы то ни было. Но в то же время я понимаю, что как бы то ни было, признание вот этого, делать этот шаг, он только укрепит позиции, скажем, Украины и нашей общей борьбы против, скажем, это России. А не признание и не и разговоры, которые ведутся разными самозванцами, получают не разные медальоны, которые не имеют никакого отношения к нашему государству, это только ослабит нашу оборону и почувствует, Кремль почувствует, что он здесь на коне. А это нельзя допускать. Вот это тоже я хотел сказать, Аслан. Мгм. Да, мы уже час в эфире, но вот я прошу постоянно вопрос задавать, и потом не прочитать будет неправильно. Давай, Вот давай, Ильkin есть вопрос, постоянный пожалуйста. зритель, и вот он задает вопрос, конечно, он может быть всего лишь риторическим, но все же я немножко, Ильkin, твой вопрос юридически правильно оформлю. Вопрос: если деоккупируется Чеченская республика Ичкерия и распадет Россия, кто будет во власти Чеченской республики Во Ичкерия? власти Чеченской республики будет избранная власть, которая будет на основе, значит, нашей конституции и закона избрана. Те будут во власти. Там, после этой деоккупации ее, нужно там подготовить ситуацию, эту ситуацию для проведения свободных выборов, свободных, чтобы свободное было волеизъявление чеченского народа дальнейшего нашего пребывания. Вот кто будет. А конкретно назвать, кто будет, если кто-то думает, что я хочу быть там, я этого не то, что это не моя цель, это не моя задача, и там должен быть какой-то молодой человек относительно, так, до 65 лет. А я уже этот возраст перешел. Но моя задача, и как моих товарищей, заключается в том, чтобы решить проблему, вот чтобы на основе этой линии, которая была избрана нашим народом, проведя общенациональный съезд чеченского народа, это референдум наш, а потом еще была принята декларация действующей власти, так, и было принято, значит, потом была проведена вся вот эта процедура из-за создания нашего государства, еще в Советском Союзе, я рассказывал это, так, и после развала Советского Союза мы создали свое государство, и это государство имеет уже основу для того, чтобы оно, значит, укрепилось, и поэтому мы говорим, что нам нужно здесь на Западе объединенно работать, а не делать те шаги, которые делают те, которые сегодня здесь находятся. Эти люди что говорят? Они говорят, что мы являемся национально-освободительным движением, говорят одни, другие тоже говорят. Они, если это не понимают, то им надо объяснить, что национально-освободительное движение чеченского народа было в 90-м году, 89-м, 90-м, 91-м, когда мы создавали свое государство. И после этого национально-освободительного движения мы, значит, было, значит, общенациональный съезд чеченского народа, этот проведенный референдум, а затем было остальные предприняты шаги, создал наше государство. Наша задача никоим образом не связана с национально-освободительным движением. Наша задача состоит в том, чтобы деоккупировать территорию нашего государства и восстановить легитимность власти. Как это сегодня происходит в отношении Грузии, как это в отношении Украины, которая пытается освободить свои территории, восстановить там власть. Украина, восточные территории и Крым и все остальное. То есть мы оккупировано государство, а те, которые хотят нас вести на уровень национального самодвижения, это как раз те, которые, зная или не зная, тянут нас в то болото, которое нужно для Кремля. Это должны понимать все наши люди. Это, я думаю, это абсолютно не случайно, то, что именно название национально-освободительное движение совпадает вот с тем, что уже на протяжении больше 10 лет
некий депутат Евгений Федоров постоянно рассказывает, что Россия находится в оккупации США, и у них есть такой, он возглавляет, является, точнее, координатором национально-освободительного движения. Видимо, тот пассионарный потенциал нашего народа, который вновь, когда будут происходить изменения, появится, его хотят, может быть, направить на борьбу против американцев, засилия Запада, и поэтому называют это национально-освободительное Ну, движение. этот Федоров, он несет чушь. Если это так, как он говорит, почему тогда Россия является членом Совета Безопасности ООН? Что он несет это? Он Ведь, рассказывает конечно. разные басни, там, Сбербанк не наш, это не наш, мы там под ними, кто вами управляет, заправляет, он рассказывает, носит вот чушь. Почему тогда вот этой ситуации, то, что он говорит, это не значит, что мы должны к этому прислушиваться. Так можно воспринимать, но если это национально-освободительное движение, тогда выведите свою русскую территорию, где она у вас? Давайте освободите, да, все остальные территории, которые по захвату вы захватили после 91 года, когда развалился Советский Союз, и те, которые вы захватили сейчас. Что же Федоров об этом не говорит? Он рассказывает разные басни, которые никак раз не сообразуются ни с законом, ни с логикой, путает людей. Вот я что думаю. Да. Ну и название само, оно похоже, Да-да. когда говорят не деоккупация. Ну, они там рассказывают, но ясно, что такое. Национальное освободительное движение, это значит, у тебя нет государства, Зарождается ты только. являешься, значит, народом этой территории. Мы не являемся народом этой территории. Мы оккупированная страна еще 18 года прошлого века. Так что нам это говорить надо. Мы восстановили свое государство и не являемся частью этой России. И никогда эта Россия, тем более, мы не являемся, потому что мы создали свое государство и завершили его создание 12 марта 1992 года, приняв свою конституцию в международном правовом поле. А в это время еще этой Российской Федерации и не было в тех границах, которые она сегодня есть. Она была, значит, создана только с 31 марта 1992 года незаконно. И главное, без спроса желания этих народов. Но самое главное в этом федеративном договоре есть тот момент, если вы посмотрите, этот договор подписали союзные республики из СССР. Посмотрите, все союзные республики, я имею в виду о территории СССР, когда говорю. И там написано Калмыцкая советская социалистическая, Осетинская советская там союзная республика, там другие. То есть фактически это подтверждает, что при развале, еще до развала Советского Союза, в Советском Союзе все автономные республики были преобразованы в союзные республики. Но этим многим республикам, большинству им не дали возможность, чтобы они провели выборы и создали свои государства тогда. Фактически они захвачены. А для того, чтобы решать эту проблему, им нужно действительно собрать всю атрибутику, чтобы была у них избранная власть и все такое, и заявить, кем и чем они хотят дальше, как жить. Это им не позволили, и снова создали вот эту империю. Мы туда не входили, Чеченской республики. И никаким людям, никаких представителей от любой страны не надо это говорить, потому что мы туда не входили, и этот федеральный договор мы никогда не подписывали. Вот это все. Извините, Петрушенко у нас тоже постоянный наш зритель, задает вопрос. Он, добрый день, говорит, встречались ли вы с представителями белорусской оппозиции? И вообще дополню, если у вас у президиума контакты с... Да, я встречался с белорусской оппозицией, да. А вы кого имеете в виду? Тихановскую или те, которые были раньше до этого? Кого он имеет в виду? Ну, да, напишите Петрушенко. Петрушенко. Интересно, говорит Асламбек, что и кого хочет освобождать русская оппозиция. У русских даже нет территорий.
если они снова других хотят освобождать, чтобы сохранить империю, или они снова хотят других освобождать, чтобы сохранить империю. Алейкум осим Ашвар. Петрушенко, вы можете сказать конкретно, кому имеете в виду? Нету ответа. Да, пока нет никаких. Так, Латушко такой. Знаете такого? Латушка, кто это? Это из старой гвардии Петрушенко или это молодые, новые, которые? Тихановская, там вот из этой когорты, или это старая гвардия? Так, друзья, голосуйте. Сейчас я буду останавливать Но наше одним словом голосование. я отвечу, чем Да. что вот этой командой Тихановской я не встречался. Я встречался и Это часто новые. разговариваю с теми, которые еще с 90-го года являются оппозицией к этому Тихановская. Лукашенко. Лукашенко. Так что да, Мгм. и мы Да. контакты имеем, да, мы с ними встречаемся. Мгм. Хорошо. Ну, можно сказать, что президиум правительства открыт для всех демократических, цивилизованных, борящихся за свободу представителей Да, всех народов. Правильно? да. Все хорошо. Спасибо. Я тогда останавливаю наше сегодняшнее голосование, друзья. У нас проголосовало 139 человек, и в итоге на вопрос, будут ли русские воевать с НАТО из-за Калининграда, 54% ответили «да, будут», и «нет» ответили 46%. Фактически поровну получилось приблизительно. Так, я останавливаю наше голосование. Как раз 140 человек успело проголосовать. И на этом наш стрим сегодняшний я завершаю. А я спасибо вам большое. Всем спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль Машой.